Главное направление – это юго-восток. Это Таджикистан, и Узбекистан, Туркмения, и Киргизия, ну все страны СНГ, там их 5 стран. Почему? Потому что там к нам до сих пор относятся лучше, чем в Прибалтике и на Украине. Так почему же мы мало внимания эти годы уделяли этому региону? Таджикистан – страна высот. 93% территории занимают горы. Флагшток с государственным флагом буквально царапает небеса. 165 метров от земли. Мировой рекорд. Но настоящая гордость республики – это Памир, крыша мира. Раз здесь, поэтому все посмотреть не удалось, конечно. Но меня повозили по городу и по центру, и за городом мы были. Поражает что? Во-первых, размах строительства. Город строится, прям строится и строится. Во-вторых, конечно, это очень красивый город. Очень много зелени, все очень ярко, люди замечательные. Поэтому я думаю, что я к вам буду приезжать теперь часто. Таджикские коммунисты снова взвинчивают цены за нашу базу в Таджикистане. В наглую. Знать, что у России есть деньги, платите больше. Вот мы им и говорим, не будем вам больше платить. И прекращаем принятие ваших рабочих к нам на работу. Тогда что сделает Рахмон, глава республики? Он же прекрасно понимает, что ему конец. Ибо афганские исламисты затопчут Таджикистан. А его, как Наджибулу, повесят в центре города Душанбе. Не переведи, Господь. Тогда они уже стучатся в кремлевские двери и говорят: хотим в таможенный союз Россия, Беларусь, Казахстан. Мы много раз ЛДП предлагали, давно уже, ввести визовый въезд. Какие персонажи попадались на протяжении всей поездки, которых хотелось просто бесконечно там снимать, записывать за ними цитаты и вообще. И что самое интересное, чем дальше от города, чем дальше от столицы, тем ярче и интереснее персонажи. То радушие и теплоту, с которой вы лично и ваши люди принимают здесь нас. Вот со мной приехали обычные люди, которые меня сопровождают. Вчера ходили по Душанбе и отметили, что говорят, что таджики похожи на белорусов. Радушие, принимают, разговаривают. Нам с тобой удалось создать атмосферу радушия, не просто нормального общения народов, радушия. Братские отношения наших народов всегда служили источником их творческого вдохновения. Великий народ, который может гордиться своим потрясающим поэтическим наследием, у которого были очень непростые этапы жизни, но в самый ответственный момент для многих из нас, для людей, вышедших из Советского Союза, оказавшийся домом для всех национальностей. Наверное, если бы не случилась этой трагедии Великой Отечественной войны, если бы Таджикистан не раскрыл тепло своих сердец и уют своих домов многим, которые приехали и которые смогли там найти вторую родину, не появился бы этот необычный, совершенно удивительный, наверное, феномен современной музыки, хотя кому-то нравится слово «феномен». Летел, я, честно говоря, не думал, что столько гор в Таджикистане. Ага. Этим она и схожа с Дагестаном. Но как бы Дагестан тоже с перевода с турецкого это страна гор. И впечатление у меня очень положительное. Наш священный долг перед нашими народами и будущими поколениями беречь и приумножать это бесценное наследие. Интересная республика, таджикские ковры с великолепными узорами. Очень много ювелирных работ. У меня ассоциация с таджиками, что у них очень интересные самоцветы, броши, серьги. Вообще очень интересная республика. Азиатская и тоже же азиатская. Таджикистан – это дешевая рабочая сила. Я не знаю, что про Таджикистан. Сказала, что трудолюбивые, веселые и немножечко ленивые. Ну, это очень хороший человек, который чтит свои традиции, чтит свой народ в целом, родителей. В общем, мне нравится. А в целом, я считаю, что они на самом деле очень добрые люди, отзывчивые, заботливые. Друзья, так как нас встретил Душанбе, не встречал ни один город, в который мы приезжали. Спасибо большое. А какой расскажу позже.